Слушательница подкаста по имени Мелинда пишет: «Пастор Джон, каков правильный христианский ответ на все, что происходит в Израиле и Газе? У меня есть друзья-христиане, которые восхваляют Израиль за то, что они Божий народ, побеждающий своих давних врагов, и говорят, что все их наступательные действия оправданы и санкционированы Богом, потому что они защищают землю, которую Он им дал. У меня есть другие друзья-христиане, которые возмущены убийством Израилем невинных гражданских лиц и детей в Газе и поддержкой, которую они получают от Соединенных Штатов. Какой ответ правильный?» Давайте начнем с общей позиции по конфликту, а затем я попытаюсь изложить ее в библейской форме и объяснить. Когда я говорю «конфликт», я имею в виду конфликт между еврейским народом или Израилем, как государством и евреями в целом, и палестинцами. Есть христиане-евреи, а есть христиане-палестинцы. Эти христиане кроткие, которые когда-нибудь унаследуют землю, включая землю Израиля. Иисус умер, чтобы установить мир между евреями и другими народами. Об этом говорится в послании к Ефесянам 2, 11-22. Поэтому наши молитвы и труды должны быть особенно посвящены провозглашению Евангелия Мессии Иисуса, как единственной надежды на долгосрочный мир и справедливость между евреями и палестинцами. Я считаю, что это самое важное, что нужно сказать. Затем я бы сказал следующее. Библия не учит, что мы должны быть неравнодушны к Израилю или палестинцам в нынешнем восстании, отвергающем Христа, в котором они оба участвуют против Бога, как будто у любого из них есть божественное право на землю Израиля, несмотря на их бунт и неверие в их Создателя и их Бога Завета. Это подразумевает, что к обеим сторонам, палестинцам и Израилю, следует относиться со состраданием и справедливостью, как это обычно происходит при разрешении споров между нациями, с мудрым сочетанием справедливости и милосердия. Такова моя принципиальная позиция. Ни евреи, ни палестинцы не могут оправдать свои действия или отношение к ним каким-либо особым образом, заявляя о сегодняшнем божественном праве на землю, в то время как они восстают против того, кто подарил им эту землю для соблюдения завета. Вот некоторые библейские основания для этого. Израиль был избран Богом из всех народов мира, чтобы стать центром Его благословения в истории искупления. Кульминацией этой истории стало пришествие, смерть и воскресение Иисуса Мессии. «Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Второзаконие 7:6. Аминь. Израиль — избранный Богом народ. И не только это, но и то, что Бог обещал Израилю оспариваемую в настоящее время землю со времен Авраама и далее. Бог сказал: «Вот земля, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря, семени твоему дам ее». Второзаконие 34:4. Утверждения на этот счет повторяются много раз, но ни один из этих двух фактов, избрание Израиля и Божье обетование о земле в завете, не означает, что Израиль в настоящее время имеет божественное право на эту землю. Почему я так говорю? Потому что народ, не соблюдающий завет, не имеет божественного права владеть землей обетованной, которая была дана по завету. Нарушающий завет лишается привилегий, предусмотренных в завете. Бог сказал Израилю: «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов». Исход 19:5. Сегодня Израиль — это народ, нарушающий заветы. Я знаю, что есть тысячи евреев, верящих в Мессию. Они не нарушают заветы. Они пользуются Божьей спасительной милостью. Но в целом, как этническое единство, как государство, они отвергают Мессию Иисуса. Они не хотят называть себя христианами. Если бы они приняли Мессию Иисуса как Мессию и Спасителя, они были бы христианами. Они осознают, что не являются христианами. Они находятся в состоянии государственной измены своему царю, который послал своего Сына спасти их. Народ, совершивший измену своему царю, не может предъявлять законных претензий к обещаниям царя, данным народу, соблюдающему завет. Например, когда вавилоняне по Божьему приговору изгнали Израиль из земли обетованной, Даниил молился следующим образом: «Господи, согрешили мы, поступали беззаконно. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. У всего Израиля, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя». Даниил 9:4-7. Другими словами, Бог праведен. Он прав, отказывая Израилю в его божественном праве на землю, в то время как он является вероломным народом, предавшим Бога.
И Иисус стоял, глядя на Иерусалим со слезами на глазах, и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ты не узнал времени посещения твоего». Луки 19, 41, 42, 44. Они отвергли краеугольный камень, и они продолжают это делать. Когда они это сделали, Иисус сказал: «Отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его». Матфея 21, 43. Еще он объяснил это так: «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю». Матфея 8, 11, 12. Ожесточение произошло в Израиле. Римлянам 11, 25. Это времена язычников, времена народов. Луки 21, 24. Но это ожесточение Израиля не последнее слово Бога. У него есть цель спасти Израиль. Однажды весь Израиль обратится к Господу Христу как группа. Таковы моя вера и глубокое понимание главы 11 послания к римлянам. Однажды отломанные ветви будут привиты к народу Божьему, невесте Христа, Его церкви. Я думаю, мы должны молиться об этом дне. Я молюсь: Господь, приблизь тот день, когда ожесточение Израиля будет снято. Даруй, о Боже, чтобы их глаза открылись, чтобы они увидели Иисуса как своего Мессию и присоединились к церкви Иисуса Христа. Пусть они будут привиты ко спасению, к одному великому дереву любви завета. Мы должны быть осторожны, и, возможно, это заключительные слова, чтобы не сделать ложных и небиблейских выводов из всего, что я сказал. Например, нынешнее восстание Израиля против Бога означает, что другие народы имеют право притеснять его. Нет, не имеют. У Израиля все еще есть права человека среди других народов, хотя у него нет никаких прав перед Богом, как и у всех народов. Мы не считаем, что к какой-либо нации, поскольку это языческая и неверующая нация, следует относиться несправедливо, как и к Израилю. В Ветхом Завете народы, которые злорадствовали по поводу Божьего наказания Израиля, были наказаны Богом. Исайя 10. Наш призыв как христиан к палестинцам и евреям таков: верьте в Господа Иисуса, и вы будете спасены. До того дня, когда и евреи, и неевреи, последователи царя Иисуса, унаследуют землю, не просто сушу, до того дня, когда мы все унаследуем землю, не поднимая меча и ружья, права народов должны определяться принципами сострадания и общественной справедливости, а не притязаниями на божественное право или божественный статус.